сердечно. Сегодня 8 августа 2025 года, 17 часов по Берлину, 18 по городу Джохару. Сегодняшний наш стрим я назвал «Война России против Грузии. Очередная война Путина на Кавказе в 21 веке». Об этом и многом другом давайте поговорим. Стрим у нас идет на YouTube-канале Реалити и на канале Аслан Арцуев TikTok. Что еще? Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь, друзья. Так, что еще? Сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины я вам не буду зачитывать, друзья. Ну, могу сказать, что война идет полным ходом. Также я вам сегодня расскажу о событиях, которые разворачиваются сегодня в Вашингтоне, где проходит встреча. Очень важная встреча, особенно это важно всем кавказцам, не только азербайджанцам и армянам, но и, конечно же, это важно для нас, для чеченцев. Важно это и для грузин и так далее. Итак, трехсторонняя встреча в Вашингтоне. Сегодня, 8 августа, президент США Дональд Трамп принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белом доме. Цель – содействие заключению мирного соглашения между двумя странами, что может стать историческим событием для урегулирования конфликта, длящегося более 30 лет. И навязанному и разжигаемому фашистской Россией. Армения и Азербайджан завершили согласование текста мирного договора, включающего 17 пунктов еще в марте 2025 года. Основные положения касаются установления дипломатических отношений, отказа от взаимных исков в международных судах и решения вопросов транспортных коридоров. Однако Баку настаивает на внесении поправок в Конституцию Армении для устранения территориальных претензий. Вашингтон активно поддерживает переговоры, стремясь усилить свое влияние в регионе. США получили право на развитие Зангезурского коридора, который может стать ключевым транзитным маршрутом. Это вызывает опасения в Армении относительно потери контроля над территориями. Пашинян подчеркивает приоритет повестки мира и готовность подписать договор. Но в Армении есть опасения, что соглашение может привести к уступкам, включая контроль над Зангезурским коридором. Некоторые эксперты и оппозиция критикуют Пашиняна за возможную сдачу национальных интересов. Алиев настаивает на полном выполнении условий Баку, включая отказ Армении от исков и изменения Конституции. Азербайджан увеличивает военный бюджет на 2025 год до 5 миллиардов долларов, демонстрируя готовность к жесткой позиции. Трамп позиционирует себя как посредник, способный добиться мира, что укрепляет геополитическое влияние США в Закавказье. Однако есть мнение, что США могут использовать соглашение для открытия второго фронта против России. Если соглашение будет подписано, это может нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном, открыть границы и способствовать экономическому сотрудничеству. Однако без решения вопроса о статусе армян Карабаха и Зангезурского коридора конфликт может перейти в новую политическую фазу.
Эксперты предупреждают, что проволочки или невыполнение условий одной из сторон могут привести к новой эскалации. Азербайджан продолжает наращивать военный потенциал, а Армения стремится диверсифицировать свои альянсы, ориентируясь на ЕС и США. Россия, традиционно игравшая роль посредника, теряет влияние в регионе. Армения, ну, по поводу традиционно игравшего роль посредника, немножко преувеличение, конечно. Россия была той страной, той империей, которая разжигала этот конфликт между двумя соседними народами. Армения заморозила участие в ОДКБ, а Азербайджан дистанцируется от Москвы, что усиливает позиции США. Однако Россия может попытаться сохранить влияние через инфраструктурные проекты. Так, ну, в принципе, все. Посмотрим, что из этого выйдет. Я поздравляю азербайджанские и армянские народы с этим прорывом. Хватит вам враждовать. Вам это не нужно. Ни вам, никому это не нужно. Понимаете? Никому. Поэтому, ну, только фашистская Русне и всем ее подхолопным. Поэтому, знаете, та позиция, которую сейчас занимает Россия, такая засунула голову куда-то в песок. И это говорит о том, что, скорее всего, может Россия готовит какую-то пакость. Либо сегодняшняя вновь появившаяся доброта Трампа к сумасшедшему Путину говорит о том, что идут какие-то кулуарные договоренности. Россия очередную уступку делает. Очередную уступку. И эта уступка, как я уже неоднократно перечислял, это Сирия, потом Иран, мы видели. Ну, короче говоря, вот такая вот пока ситуация. Много еще чего Россия уступает. Я надеюсь, и Ичкерию тоже она отпустит. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока, правда, про Ичкерию никто не говорит. А Нагорный Карабах и ситуация между Арменией и Азербайджаном, она развивалась уже давно. Поэтому посмотрим, как что будет. Особенно, знаете, еще накладывает уверенность на то, что Россия сдает свои позиции, то есть отпускает свою мертвую людоедскую хватку с шеи Азербайджана и Армении, когда мы сегодня увидели вместе с Алиевым Уиткофа, который недавно был в Москве на встрече с Путиным. Ну, как бы дополнительно нам дает основание полагать, что Россия отказалась от Армении и от участия в этих провокациях. Так. Да, вітаю вас, Баванетка, вітаю вас, М. Вітаю, всем привет, приветствую. Микаил, салам алейкум, брат азербайджанец. Я видел вот это видео, где Симонян говорит, рынок открыт, но это фейк, это не настоящий. Сейчас уже трудно определить, что настоящий нет, но я перепроверил, нет такой информации. Нет, это не так. Рынок вернуть крепостное право и рабство, в принципе, России оно никуда не уходило. Дело в том, что на России не нужно вводить крепостное право. Там добровольное рабство. Люди хотят быть рабами, хотят служить ФСБ, своему новому дворянству. Большая часть, конечно, не все, большая часть хотят. Так.
Ирги Павел. Аллах Акбар, Ахмад Сила, говорит Ирги Павел. Павел, я знаю одно. Вы вроде бы победили Ичкерию, да, вы там оккупировали, убили более 250 тысяч наших граждан. Но мы вас заставили кричать Аллах Акбар, от которого вам становился, медвежья у вас болезнь начиналась. Во время войны, когда наши бойцы кричали Аллаху Акбар, у вас начиналась медвежья болезнь. Знаешь, что это за болезнь, наверное. И сейчас вы сами это уже кричите. У вас не понять. У вас не понять, Леон. Так, так. Ну все, началось. Они все ждут, пока я начну свой стрим, чтобы забежать сюда и начать заваливать вот этой всей чушью. Так. Валейк салам, Русан. Рома, ну смотри, вчера я критиковал США, вчера я критиковал действия Трампа, хотя ты понимаешь, да, что Путин встает на колени и все сдает. И это очень хорошо. Я его критиковал не за то, что не за то, что он принимает подарки от Путина, а за то, что вот с Украиной никак не можем справиться, а люди гибнут. Потому что мне украинцев очень жалко. Поэтому Путин стоит на коленях. И как когда-то за Ичкерию вцепились мертвой хваткой русские, вот точно так же какой-то вот шизофренической вот этой своей больной хваткой схватились за Украину. Просто до безобразия как сильно. Но все равно вам придется отпустить ее. Украина уже не ваша и никогда не будет ваша. Так. Салам. Совок был тюрьмой народов, а РФ стало кладбище. Абсолютно точно, Олег. Абсолютно точно сказано. А в Ютубе немец, который только так разносит лаптежников, он говорит, что по ДНК лаптежники это внуки таджиков. Ну, там разные есть. Нельзя сказать, что у русских есть какой-то определенный ДНК. Русские, это, ну, как бы сказать, что вот у американца есть определенная ДНК. Взять ДНК, например, афроамериканца или какого-нибудь итальянца или какого-нибудь голландца в поколениях, или немца, которого. Поэтому, ну, нельзя сказать. Да, конечно, есть и с таджиками, и с другими народами, которые, ну, это же такая нация, объединившаяся из многих наций.
Так, я смотрю здесь. А будет ли ядерная война? Нет, добро с кулаками, не будет ядерной войны. Не будет. Не будет. Я полагаю, у меня есть просто очень такие смутные сомнения, что в России вообще есть ли это ядерное оружие, понимаете? Ичкерия сила. Алейк салам, Анатолий. Так. Что еще? Привет. Кадыркин на последнем видео. Это искусственный интеллект или он так исхудал из-за приближающейся смерти? Ну, я думаю, его травят. Я думаю, его травят. Специально травят. И на место него уже готовят другого человека. Кадыров, конечно, хотел бы своего сына. Мы многие не могли понять, почему он так сильно награждает. Все смеются. А он его по всем республикам соседним на Кавказе, в Россию, в Москву возит, везде с ним он там катается, медали, грамоты дают ему и так далее. И не было понятно, для чего это делается. А делается это для того, чтобы показать, что за место Кадырова Ахмада есть, Рамзана, есть Кадыров, как его там, Адам, да, по-моему, зовут, что вот он будет на место него. А будет уже решено, я полагаю, будет Магомед Даудов. Понимаете, Магомед Даудов. Уже решено, я думаю, теперь надо будет им кричать не Ахмад Силас, а Ахмад Хаджи, по-моему, или Ахмад Хадж, по-моему, его отца звали. Силас, вот так надо будет кричать. Ну, уже переучиваются, так несложно, в принципе, я думаю, быстро переучатся. Поэтому Рамзана Кадырова, как и положено Российской империи, она его уничтожает. Она его попользовалась. И, видимо, одно из условий Запада, чтобы Кадырова не было. И вот они заменяют его на другого. Или, может, Рамзан что-то выкинул там, трюк какой-нибудь. Решил, может, с американцами. Я его столько раз его просил, давай, Кадыров, короче, переходи на сторону американцев и так далее. Вот он решил не со мной, а через кого-то. И, видимо, утечка произошла, информация. Вышел бы со мной, никакой утечки, мы бы тебя напрямую к американцам вывели бы. Все было бы у тебя хорошо, Рамзан. Ну, посчитал по-другому. Кстати говоря, когда Кадыров якобы чуть не утонул в Турции, осталось без внимания то, что его доставили в Турции в американский госпиталь. Как вы думаете, почему именно в американский госпиталь? Как может Трамп встречаться с Путлером, с террористом? Да, большому сожалению, добро с кулаками. Ты полностью прав. Путин террорист, фашист, ублюдок, маньяк, садист, лжец патологически. И да, к сожалению, ну вот такая вот работа у президентов, общаться, встречаться с самыми конченными мразями, в том числе такими, как Путин. К большому сожалению. Очень жаль. Ну, знаете, не все так однозначно в этом мире. Не все так однозначно. Россия является большой страной, как мы знаем, и у нее очень много внутри разных течений. И когда Путин начал войну, и это моя версия, я так полагаю, что когда они начали, ФСБ начали войну против Украины для того, чтобы стать неодворянством, и через полгода, они сами об этом говорят, они пришли к выводу, что победить они не могут, что стратегически они проиграли, что их поймали в западню, и что украинский народ не сдается, он будет их бить. И поэтому они теперь потихонечку сдают
потихонечку сдают, чтобы сохранить свои шкуры. И я уже давно получал информацию о том, что здесь и в Лондоне, и в ЦРУ, и к МИ-6, и к ЦРУ ФСБшники массово сдаются. Причем военные, там, ГРУ, МРУ, там, или Главное управление Генерального штаба, они мокрушники, они исполнители. И их никто жалеть и щадить не будет. Они по-любому будут отвечать. И поэтому ФСБ сливает. И вы можете посмотреть, сколько уже Россия слила, пока украинцы за пятачок держат этого кабанчика, который ворвался с парадной формой, с расчетом за 3 дня пройтись по Киеву. Кстати, Проханов где-то там должен был на Крещатиках в танке сгореть. Но сейчас у него такое впечатление, что он сам танк съел, и у него такой пузан, что он в танк не поместится. А если поместится, то не вылезет оттуда. Поэтому придется где-то на Остоженке. Придется на Остоженке где-нибудь на тракторе или на КамАЗе сгореть. Дякую. Спасибо и вам. Спасибо и вам, уважаемые. Так, друзья. Нет, мой спич не против русских, Вадим. Мой спич, вы ошибочно постоянно пытаетесь меня пристегнуть к каким своему видению. А я ломаю шаблоны, понимаешь? Я не против русских как этноса. Я против имперцев. Русских империалистов. Понимаешь? Вне зависимости от их национальности. Кадыров, например, тот же русский империалист, которого ФСБ, кстати, сливает. И увы и ах. Увы и ах. Вы поймете почему. Как только вы объективно посмотрите, сколько горя вы принесли всем людям вокруг вас. Так, друзья, я так понимаю сейчас. Давайте по основной теме нашего сегодняшнего стрима. Война России против Грузии. Очередная война Путина на Кавказе в 21 веке. Давайте об этом сперва я вам расскажу немножко. И потом мы перейдем к вашим вопросам. Хорошо? Друзья, как известно, ночью с 7 на 8 августа 2008 года начался вооруженный конфликт, вошедший в историю как российско-грузинская война. Здесь нужно понимать всю подноготную. Там кто-то рассказывает, что на Донбассе 8 лет бомбили Бомбас, а на самом деле много лет Россия бомбила, уничтожала Грузию, убивала гражданское население. И вот я вам сейчас расскажу. Хотя тогда это было представлено, как будто это Грузия напала. Хотя Цхинвал, Южная Осетия, это территория Грузии, как и Абхазия. Поэтому они вынуждены были на своей территории что-то сделать. Потому что Россия готовилась еще больше вторгаться и захватывать. Что она по сей день, в принципе, продолжает делать. Россия на протяжении многих лет готовила военное вторжение в Грузию, используя Южную Осетию и Абхазию как плацдарм для будущей агрессии. С начала 2000-х годов Москва последовательно наращивала военное присутствие в этих регионах под видом миротворческих сил. На деле эти миротворцы были полностью укомплектованы российскими военнослужащими, выполняющими задачи ФСБ и ГРУ. Под их прикрытием в зону конфликта завозилось тяжелое вооружение, создавались и обучались местные вооруженные формирования, а сама граница фактически контролировалась российскими спецслужбами. Весной и летом 2008 года Россия перешла к активной фазе провокации.
Грузинские села в Цхинвальском регионе подвергались регулярным обстрелам из стрелкового оружия и минометов. Фиксировались нападения на грузинских полицейских, убийства мирных граждан. В начале августа интенсивность атак резко возросла. В ход пошли артиллерия, реактивные системы залпового огня, прицельно бившие по грузинским населенным пунктам. В ночь на 8 августа, после особенно массированных обстрелов и гибели людей, грузинское командование приняло решение начать операцию по восстановлению конституционного порядка и прекращению атак. Однако уже в первые часы стало ясно, что Россия ждала именно этого момента. Она его провоцировала. Через Рокский туннель в Южную Осетию хлынули колонны российской бронетехники, а удары по грузинским позициям наносились с применением авиации и артиллерии, развернутых заранее. Понимаете? Эта молниеносная реакция возможна только при условии заблаговременной подготовки. Россия сознательно спровоцировала Грузию, создав ситуацию, когда бездействие означало бы продолжение гибели гражданских, а ответ давал Кремлю формальный повод для заранее спланированного вторжения. В итоге конфликт завершился оккупацией Россией значительных территорий Грузии, признанием Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии и фактической аннексией этих регионов. Но для грузинского патриота и для любого обывателя объективного это была заранее спланированная акция. Почему Грузия пошла на силовую операцию, понимая даже, что риск прямого столкновения с Россией были неизбежными? Во-первых, к началу августа 2008 года ситуация на линии соприкосновения стала невыносимой. Регулярные артиллерийские обстрелы грузинских сел, убийства мирных жителей и полицейских, продвижение вооруженных группировок под прикрытием российских миротворцев. Для грузинского руководства это выглядело как методичное выдавливание населения и ползучая аннексия. Во-вторых, в Тбилиси была уверенность, что промедление приведет к еще большему укреплению российских позиций, а силовой ответ даст хотя бы шанс восстановить контроль над территорией. Что же касается США, которая обучала грузинские войска, да и в экспертной и дипломатической среде существует версия, что Вашингтон в частных беседах и по неформальным каналам дал понять грузинскому руководству, что оно вправе восстанавливать конституционный порядок. Но это не было прямым обещанием военной поддержки. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, США и НАТО ограничились резкими заявлениями и гуманитарной помощью, избегая прямого вмешательства. Запад вдохновил на решительные действия, но в момент, когда российские танки уже шли к горе, оставил страну один на один с агрессором, опасаясь эскалации до уровня прямого конфликта с Москвой. Именно поэтому объясняется сегодняшняя такая нейтральная позиция грузин, и нету такого кавказского шашку наголо и вперед, как мы видим. Кстати говоря, чеченцев это тоже очень сильно остудило. Я полагаю, украинцев это тоже сейчас немножко остудит. Вот эти разные поведения. Итоги войны. Россия захватила контроль над всей территорией Южной Осетии и Абхазии и вытеснила грузинские силы. Москва признала их независимость, в кавычках, конечно, независимость, и разместила там полноценные военные базы. Грузия потеряла не только возможность вернуть эти регионы в обозримом будущем, но и значительную часть своего оборонного потенциала на тот момент. Сейчас уже, хоть и прошло с тех пор 17 лет, ситуация начинает меняться, как мы видим, с учетом ситуации с Азербайджаном и Арменией. Международный правовой статус остался на стороне Грузии. Почти весь мир
продолжил признавать Абхазию и Южную Осетию ее территорией. Россия вела войска заранее подготовленными и в превосходящих силах моментально захватила инициативу. Это объясняет, почему была такая короткая война и что Грузия была спровоцирована Россией на ту провокацию, которую Россия подготовила, чтобы заманить грузин. Грузинская армия, хоть и обученная по натовским стандартам, не имела достаточной численности и тяжелой техники для отражения полномасштабного вторжения. Ну и США и НАТО не вмешались напрямую, что лишило Тбилиси надежду на внешнее сдерживание России. Руководство Грузии, понимая, что продолжение боев приведет к масштабной оккупации страны, пошло на прекращение огня уже на 5-й день. США помогли Грузии до войны, финансировали модернизацию, армию проводили, обучали офицеров, оказывали политическую поддержку. Есть основания полагать, что Вашингтон неофициально давал сигналы о допустимости силового восстановления контроля в Южной Осетии, но это не сопровождалось обязательством военной помощи. Когда война началась, США ограничились политическим давлением, как я уже сказал ранее, на Москву и отправкой гуманитарных грузов. Никаких боевых подразделений или поставок вооружений в ходе конфликта не было. Вмешательство Запада выразилось скорее в дипломатическом давлении, благодаря которому российские войска не пошли на Тбилиси. Это и стало одной из причин, почему война закончилась быстро. Кремль добился своих целей и остановился, чтобы не нарываться на санкции и международную изоляцию того уровня, что мы видим после широкомасштабной агрессии в 2022 году против Украины. Вот такая вот ситуация произошла. Здесь также стоит отметить, что со стороны Грузии тоже были разные, знаете, пророссийские силы, которые, в принципе, они всегда там были, и они не давали в оправдании Соединенных Штатов и Запада, могу сказать, что они тоже в какой-то степени связывали руки Соединенным Штатам, потому что была вероятность, что часть грузинского общества и элиты лояльны фашистской России. Поэтому это тоже может включать в себе то, что США и Запад не так активно вмешался. Ну, вот такая вот ситуация была. Вот такая вот ситуация. Ну, давайте вернемся к вашим комментариям. С тех пор прошло, с этой войны прошло. Это вторая война Путина. Путина ФСБ, тогда был президентом, ну, исполнял роль президента, играл роль президента агент ФСБ Дмитрий Анатольевич Медведев. И это была вот вторая война Путина. После того, как они взорвали свои дома в 1999 году, Путин с Патрушевым так к власти приходили и напали, обвинив в этом нас, напали на Чеченскую республику Ичкерию, с которой подписали договор о мире, принципах и взаимоотношениях. Как-то так. Камаджоба. Кагимарджос, брат. Кагимарджос. Приветствую, Василий Штырь. Приветствую. Что ж ты на русском говоришь, раз Россию ненавидишь? Другого языка не знаешь, что ли? Константин, ну если я буду говорить не на русском, например, меня не поймут там украинцы, грузины, армяне. Нас много, понимаешь? И, к сожалению,
так получилось, что вы, фашистская империя, столько лет нас угнетали, и мы вот пользуемся для общения между собой трофейным языком. Мы у вас его забрали, ваш искусственный язык. А что должны давать ружье и продолжать войну, да? Вторая Чечня была бы здесь. Я не понял, что ты хотел сказать, да то. Вторая Чечня, что ты имеешь в виду? Они бы уничтожили бы всю Грузию, ты имеешь в виду, разбомбили бы, ты это имеешь в виду? Я ничего не говорю, да то есть продолжать. Не надо продолжать, это вы решаете, это ваша страна, и вы решаете. Я говорю о том, что было, я просто констатирую со своей точки зрения. Со своей точки зрения и вообще с объективной точки зрения. Всегда стараюсь быть объективным, вне зависимости. Чеченец это, грузин это, еврей это. Как есть пытаюсь объективным быть. Так, давайте я перемотаю. Россия страна-захватчик, смерть империализму. Да. Так. А ты живешь в Чечне или в другой стране? Я сейчас в Грозном нахожусь. В центре Грозного нахожусь. А что, Эхо Студио? Что ты имеешь в виду? У тебя какие-то проблемы, что ли, с этим? У нас здесь в Чечне свобода слова. Это у вас в России нет свободы слова. А у нас здесь в Чечне свобода слова. Мы что хотим и говорим. Мы свободные люди в свободной стране. Это у вас там на России крепостное право. А у нас все нормально. Сейчас Кадырова вам отправим. Вы все равно без него жить не можете. Мы вам его отправим. Будет он у вас. Некоторые так хотят уколоть, там, съязвить, там, вот такое, да. А сами холопы фашистской России и все равно пытаются в чем-то сказать, боятся просто до кипятка России, даже из сотой части не сделали то, что сделали мы, и все равно пытаются уколоть. И вот здесь мне пишет один, почему плащ русских патриархов похож на флаг Ичкерии? Кто у кого повзаимствовал? Как появился флаг Ичкерии в таком раскрасе и полос? И что это значит? Ну, если ты, наверное, заметил, давно российский вот этот КГБшник, патриарх не выходит в флаге. Ну, накидки, как-то она там у них называется, цветами чеченского флага, ичкерийского флага. Дело в том, что у империи это так принято, что вот они победили, и вот они вот пользуются. Но вашего флага они там никогда не увидят, потому что для того, чтобы вас даже победить, вы должны хотя бы оказать сопротивление. Понимаешь? Хан. Поэтому вот нету вот такого вот у вас. Но нас не победили. Это они так считают, что они оккупировали территорию, победили. Они нас не победили. Ты проиграл, если ты признал поражение. А как ты видишь, я сижу, говорю о нас таких десятки тысяч. Понимаешь?
Как-то так, да. Как-то так. Флай, отличный стишок. Стишок. Валейк салам, Руслан. Dik usod albu hasta hamu. За тобой выехали, говорит. Видимо, у вас машина сломалась. Что-то долго вы едете. Память защитникам своей земли. Эмин, Эмин. Сегодня 17 лет, говорит Позитрон. Со дня 7 августа 2008 года. Память защитникам своей земли. Эмин, Эмин. Честь вам и хвала, грузины, которые защищали свою страну. Где ты сидишь? Да в Грозном я сижу. Бывший Грозный, ныне город Джахар. В столице сижу. Понимаете? Брат, не слушай провокатора, ты во всем прав. Спасибо, Флай. Я знаю. Ну, мне так интересно просто им ответить. Если знаете, интересно, чтобы молодежь, которая меня смотрит, она тоже знала, что им возразить. Понимаете? Поэтому как-то так. Ну, давайте тогда чуть-чуть к новостям. На автобане ФРГ новость. Чуть-чуть разрядим обстановку, а то политика очень не нравится россиянам. Россиянам сейчас все не нравится. Почему вам не нравится? Когда вы других убиваете, захватываете, вам все нравилось. А когда у вас теперь не получается, теперь вам не нравится. Какие-то вы непостоянные, имперцы. На автобане ФРГ засекли машину на суперскорости 321 км в час. Теперь водителю грозит суперштраф. Об инциденте стало известно во время плановой проверки данных, собранных стационарным радаром на немецкой трассе А2, недалеко от Магдебурга. Полиция обнаружила превышение скорости на 200 км в час. Там можно было ехать 120, а ехал он 321 км на автомобиле Porsche Panamera. Теперь ему грозит штраф в размере 900 евро. Дело в том, что не везде в Германии можно ехать на скорости, ну, без ограничений. Не везде здесь все это имеется. Понимаете? Я вам хотел дать послушать этого. В этой войне, Как его? Как же его звали-то? Забыл я уже.
Немцова, которого застрелил Путин, ФСБ застрелила. Конкурента убрали. Вот давайте послушаем. Это не займет много времени, друзья. В этой войне стратегически проиграет Россия. Тактически, чтобы поехать в Севастополь, он выиграл. Только это первая победа. В чистом виде первая победа. Все проиграет. Россию проиграет, отдаст Китаю. Тотальное поражение и позорище. И я чувствую себя стратегически абсолютно правым. Понимаете, я политик, я должен, казалось бы, учитывать вот эти 82%, о которых вы сказали. Но есть вещи в истории страны, когда наплевать на популярность, когда принципиальная позиция, честная позиция важнее рейтинга. Вот то, что сейчас происходит уничтожение моей страны. Он ее уничтожает. Под улюлюканье и восторге 82%. Он все проиграет. Но мне на него наплевать. А на Россию нет. На Россию нет. Россия все проиграет. Вы что думаете, у китайцев нет территориальных претензий к России? Вы что думаете, Китай не хочет забрать себе Дальний Восток? Он считает своими. Вы что думаете, что китайцы с презрением к нам не относятся? Они считают нас сырьевым придатком. Вы нас не пугайте. Так у них претензии. Они будут по дешевке покупать нефть и газ. И все. Нет. А потом, когда им надо будет, они тихо, без единого выстрела, между прочим, скажут, что не Крым наш, а Сибирь наша. И никуда этот черт не денется. Будет сидеть тихо и ползать у них на коленях, скажешь, ну хотя бы там не трогайте Красноярск или еще что-нибудь. Вы прямо его врагом рода человеческого рисуете. Он враг страны моей, я совершенно в этом уверен. Он, понимаете, он нас отдает в лапы стране, которая имеет абсолютно очевидные экспансионистские намерения, которая считает, что впереди вечность и земной шар должны контролировать китайцы. Он им отдает мою страну. Как я должен реагировать? В этой войне... Ну, прав ведь оказался, правильно? Единственное, что не угадал Немцов, то, что он поддержал Путина, когда тот начинал войну против Чеченской Республики Ичкерия. Несмотря на взрывы домов, Немцов знал об этом, он предлагал план оккупации Чеченской Республики Ичкерия. И потом же его Путин и застрелил, как известно. Немножечко просчитался, немножечко просчитался. Но человек, который за оккупацию моей страны, не заслуживает от меня после первого геноцида, потом начался второй геноцид. Этот человек не заслуживает от меня ни сострадания. Просто я вам процитировал его, потому что он здесь прав. На самом деле, я уже давно вам говорю, не так давно, как Немцов, конечно же, что уже все, идет процесс передачи Дальнего Востока и Сибири, части Дальнего Востока Китаю. Об этом уже все знают. Все это переходит, Сирия ушла, слава Богу. Хотя не до конца еще, там еще держатся, там пытаются там как-то. Что еще? Иран лишился своей ядерной программы, русские им строили, помните, да, атомные электростанции и так далее. Ну, короче говоря, со всех сторон Россия все теряет. Дело осталось за Ичкерией, понимаете? О ней все молчат. Просто такая гробовая тишина. Одна Украина признала Чеченскую Республику Ичкерию оккупированной, и то, что над нами совершен геноцид, и направила документы в ООН с просьбой, с призывом последовать ее примеру. Но пока все молчат. Но это пока. Так что, и вообще, знаете, мне кажется, вот эта ситуация с Арменией и Азербайджаном, вот все говорят там, Трамп все решает и так далее. Большим уважением отношусь к Трампу, но я могу сказать, что все это делал Блинкен. Это делала администрация Байдена. Вот этот договор между Арменией и Азербайджаном, вот это все сдвигали именно уважаемый Блинкен, к которому я отношусь с большим уважением, большущим уважением.
Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше, да. Невзоров и его дети с украинскими паспортами, которые им дал Зеленский, могут жить на Западе. Да, Асламбек, абсолютно так. Абсолютно так. К большому сожалению, какая-то часть Украины, она является, видимо, соучастником геноцида чеченского народа, и поэтому вот этих всех ублюдков, типа Невзоровых, там, кто у них там еще, ну, куча просто, перечислять. Вот почему-то, по какой-то причине заигрывает с ними. И пока украинцы их не вычистят, вот мы все будем видеть, что вот американцы как-то себя странно ведут, еще кто-то, чеченцы где-то свои недовольства высказывают, еще чего-то. И нет объяснения этому, да, а есть оно объяснение. Объяснение в том, что внутри Украины есть КГБ УССР, которое действует во вред украинскому народу. И Украину давно бы они сдали бы, если бы не украинский народ, украинские воины. Давно бы. Так. Ну, вы меня тут, мне спамите, мне это не нравится. Вот одно и то же мне пишите, 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 пишите. Ладно, давайте я вас немножко ограничу, а то уже достали уже. Тяжело с вами. А между прочим, если вы не спамили бы, я бы вам больше дал бы свободы на своем канале. У вас, россиян, нет силы воли к свободе и желания говорить. Есть один герой России, потеря своей страны, женщина, и это Политковская. Вы должны снести все памятники, написать имя Политковской. Даже не знаешь, не Политковской даже столько, сколько Новодворской. Новодворской. Хотя Политковская тоже много что, ну тоже имперкой была. Она тоже отказывала нам праве на свою свободу и наше государство. Она жалела нас внутри России. Она нас жалела, что вот мы часть России, как граждан России жалела. И такой важный момент, что из-за чего все наши страдания, что вот мы хотели жить свободно, там, юридически, объявили о своем, все идеально, о своем суверенитете, о своей свободе. Вот она нам это чуть-чуть забывала, она из этого. Ну так просто случилось, просто какие-то русские убивают каких-то чеченцев, и вот она заступается за этих чеченцев. Вот так все было. Она была за Россию, за то, что мы были частью России. Валейк салам, человечность. Дикудал бугаста, хаму. Что вы можете сказать насчет Матвиенко, голосования и Володина?
Что вы имеете в виду? Голосование. Что за голосование? О чем вы говорите? Безликая тушка готова сдать все, лишь бы оставить систему. Да, Аснабек, он сдает все. Как думаешь, зачем Бен Ладен взорвал башни-близнецы? Я думаю, это была провокация российских спецслужб. И они спровоцировали. И знаете, очень интересная деталь в этом деле. Когда был теракт, это только 2 случая я вам просто приведу. Теракты против Соединенных Штатов, которые русские проводили. А их было очень много. Тот же скул-шутинги, когда в школе дети убивают друг друга. За этим тоже российские спецслужбы стоят. Когда в 2013 году, когда произошел теракт в Бостоне, до этого ФСБ направила ФБР, а затем ЦРУ документы о том, что Тамерлан Цернаев и его мама Убейдат являются там радикалами, они представляют угрозу. ФБР допросила Тамерлана, ничего радикального не выявила, ну да, смотрел Кавказ-центр. Абсолютно провокационный сайт, абсолютно античеченский сайт, Кавказ-центр, как и вся деятельность Маулади Удугова. И они вот таким вот образом ничего не выявили. Но информация о Тамерлане, что он представляет какую-то угрозу для США, но информацию, которую передали ФСБшники, она была неполной. Ну, есть какой-то парень, да, и так далее. Но после того, как он полетел в Дагестан, в Россию, и вернулся оттуда, он уже был радикальным. Его подготовили, его напичкали пропагандой, убили 2 его друга, которые тоже с разных уголков мира приехали. Один, по-моему, с Москвы, другой из Канады, русский парень, и там еще кто-то. Вот их 2 убили, и каким-то чудом ФСБ, которая заявляла, что Тамерлан Цернаев радикален, опасен, они дали ему вылететь обратно в Америку. Обратно он вернулся в Америку беспрепятственно, но уже подготовленный для того, чтобы совершить террористический акт. Такой накачан он был вот этой ненавистью, вот этой злобой. Причем при помощи Кавказ-центра в том числе. И когда произошел террористический акт, русские сказали, что они передавали информацию о Тамерлане, а вот ФБР и ЦРУ оказались вот такими непрофессионалами, такими неумехами. И они так получилось, что проворонили террориста, который совершил такой ужасный террористический акт. И то же самое, это такой упрек был. А это для чего делалось? Во-первых, это делалось для того, чтобы узнать, какая есть информация о данном человеке, о вообще готовящемся теракте против американских граждан, о информации, не является ли, например, Тамерлан Цернаев агентом ФБР или ЦРУ, потому что если это будет их агент, это может быстро всплыть, и тогда русские ФСБ будет поймано за руку. И вот на основании этого у меня есть очень большие подозрения по поводу Константина Борового, который сейчас уехал в Америку. И этот человек точно так же дал информацию, неполную информацию. Ну, может, Константина Борового использовали в темную. Это тоже можно, полностью исключать нельзя. Но ему дали информацию, что будут атаки на Нью-Йорк при помощи самолетов. И все. Он не просто эту информацию сказал в Москве, в американском посольстве. Он полетел в Америку, встретился с замдиректором ФБР, рассказал ему эту информацию. И эта информация осталась не притронута и не расследована в полной мере, потому что другой информации не было. Есть какая-то информация, что при помощи самолетов, а самолетов их каждый день 1000 взлетает, садится, и как вы докажете?
И на основании этого я считаю, что российские спецслужбы, ФСБ и ГРУ, да, ФСБ это мозговой центр, а ГРУ военная, вот это миньоны ФСБ военные, они исполнители. Они таким образом проверяли, какая информация есть у американцев по поводу самолетов. И нужно как следует вот этого Константина Борового начать и через детектор лжи, и хорошенько допросить его, и всю информацию из него выудить. И я думаю, он сейчас расскажет все, потому что сейчас уже Россия уже все. Ему, если дать какую-нибудь программу защиты свидетеля, он много информации расскажет. Я думаю, если он замешан. Поэтому, конечно же, 11 сентября 2001 года это дело рук ФСБ в первую очередь. И это было сделано для того, чтобы американцы, которые все-таки поддерживали Запад, в какой-то степени были, ну не то чтобы они поддерживали чеченцев, но они были объективны. И они не отказывали в праве чеченского народа на свою свободу и независимость. Хотя они отказывали в юридическом смысле, но не отказывали нам информационном просто поддержке, что вот там имеют право, там, и правду говорили про преступления, которые совершает Россия. И если бы Россия не переключила вот этот фокус внимания с Ичкерии на что-то другое американцев, то все преступления, которые они затем совершали, они так не могли бы совершать. Понимаете? Им просто то, что вот они делали. Просто вся республика была превращена в сплошной концлагерь. Людям вырезали органы, продавали. Россия стала на первое место, вышла по продаже органов. Ну, ужас, что Россия вытворяла. И это все делалось уже как бы против исламистов, террористов и так далее. Ну и после 11 сентября все это переключилось вот на эту сторону. Поэтому вот такая вот ситуация была. 11 сентября, за этим стоят русские. И Бен Ладен был их агентом. Я в этом не сомневаюсь. Я нисколько не сомневаюсь. Бен Ладен был их человеком. Как-то так. Пойдемте дальше. Ну, в 93 году тоже хотели взорвать башни-близнецы. Ну, не хотели, тогда тоже был проведен теракт. Но это не значит, что в 2001 году они этого не сделали, правильно? Я просто не знаю, что там было в 90... Ну, я помню, взрыв был в этом торговом вот этой выставочном центре. Кто там был замешан, я просто не интересовался темой. Но это можно было использовать прошедший прошлый теракт как продолжением, чтобы запутать. Ну, значит, американский народ должен отомстить ФСБшникам. Ну, если реально они хотят наказать виновных, то, конечно же, ФСБ должно быть за это привлечено к ответственности, должно быть проведено расследование. Конечно, за этим стоит ФСБ. Нисколько не. Исполнители ГРУ, военные российские. Так, и, может быть, уже ликвидировали всех этих ГРУшников. Отправили на какой-нибудь мясной штурм где-нибудь еще в Чечне. Когда же эти ФСБшники понесут наказание? Я боюсь, что ФСБ может вообще не понести наказание. Понимаешь? Они столько полезной информации задают, и да и в принципе и Россию тоже, то зачем их уничтожать? Непосредственно исполнители, Путин, Патрушев. Ну, Патрушев это вообще кровавый, русский Фредди Крюгер, который по ночам приходит и убивает своих же граждан, которых якобы должен был бы как бы защищать. Получается так. Вот как-то не знаю, что из этого получится. Всем салам, витаю, шалом, братья и сестры. Можно к вам послушать умного человека? Владимир Рабинович, шалом алейхум, брат.
Конечно, рада тебе всегда. Заходи к нам на огонек, как говорится. Людмила Тернавская. Ставьте лайки, он говорит чистую правду. Ничего, кроме правды, Людмила. Спасибо за поддержку. Только правду и ничего, кроме правды. Если Патрушев Фредди Крюгер, то кто тогда Джейсон Вурхис? Я не знаю, кто такой Джейсон Вурхис, к сожалению. И про «Кошмар на улице Вязов» я смотрел ребенком этот фильм. Если ты из этого фильма персонажа какого-то называешь. Как-то так, друзья, как-то так. Как-то так. Ну, по крайней мере, я не дам забыть. Я не дам на нас, на чеченцах, на Чеченской Республике Ичкерия оставить теракт, совершенный в Бостоне в 2013 году и в 2001 году, совершенный 11 сентября. Тоже не дам забыть. Ну и, конечно же, совершенный против русских теракт в 1999 году, когда Путин с Патрушевым взрывали своих русских. Это я тоже не дам забыть, потому что в этом нас обвинили. И в бостонском теракте нас обвинили. Ну, 11 сентября, тогда на арабов все. И такое переключение было. Внимание против вот, то, что Россия делала по отношению к нам, было переключение на вот, арабский мир и там афганский мир. Вообще, какое отношение Афганистан к этому имел, тоже я не могу понять. Да? Это маньяк в хоккейной маске. Ну, я этого не, я видел эту маску везде, но я фильм не смотрел про этого маньяка в хоккейной маске. Ну, а Патрушев это один вылитый просто. С него писали этот фильм. Если бы этот фильм был бы позже снят, я был бы уверен, что снимали просто с Патрушева. Но или это брат Патрушева там без грима снимался, или сам Патрушев там снимался. Но тогда он помоложе был. Сейчас вообще похож стал. Еще я, знаете, заметил у людей, которые убивают людей, у них цвет становится, у них цвет выцветает кожа, они белыми становятся. Чем больше людей человек убивает, на мой взгляд, я могу ошибаться, но вот я такое наблюдение сделал, они становятся бледными такими, бледными. Они, видимо, вся жизнь из них уходит. Это же не просто так все. Это мы просто не знаем, что они переживают, внутренний их процесс. Это ужас. Ужас. Патрушев это вообще людоед. Крокус тоже Патрушева работа. Ну, может быть, уже Патрушев, Крокус, конечно, это не такой уж большой уровень Патрушева, но у него уже есть много птенцов, которых он уже взрастил. И поэтому, конечно, Крокус-Сити это теракт российских спецслужб. Об этом американцы знали, предупреждали, что готовится. Ну и вот совершили, и было понятно, что, короче говоря, за этим стоят российские спецслужбы. Здорово, патриот России. Но с определенной, не то чтобы России, да, но с определенной точки зрения можно сказать, что я за русских, за не имперцев русских, понимаешь? Определенной точки зрения. Потому что я один из немногих людей, который про взрывы в 99 году очень много сделал роликов, говорю, пишу и так далее, и так далее. И не даю забыть. Хотя все русские, которые бьют себя в грудь, там, идут Украину завоевывать, там, пишут мне злобные комментарии, они на самом деле даже боятся эту тему признать, что их ФСБ их взрывает. Понимаете? Даже себе признаться в этом боятся. Понимаете? Там же спалились люди в синих свитерах в том Крокусе. Ну, не знаю я. Я не знаю, я на самом деле там просто много фейков было. Я помню эту историю про этих свитеров. Вполне возможно, все там это было. Вполне возможно.
Любишь Россию, матушки, да, говорит мир вам. Но не то, чтобы я Россию люблю, я просто люблю справедливость. И если убивают русских, для меня это также неприемлемо, спящих, мирных, некомбатантов. Особенно, если это делает их власть и их спецслужбы, которые по Конституции, по закону обязаны их защищать. И вдвойне это, или в десятерне это неприятно, когда тебя обвиняют в том, что ты не сделал, не делал, и потом стирают с лица земли твои города и другие населенные пункты и уничтожают весь твой народ, превратив в сплошной концлагерь. Понимаешь? Поэтому я не дам вам этого забыть. А если вы были бы настоящими мужчинами, ваши военные, ваши спецслужбы, не все же ФСБ это делало, правильно? Вы бы не служили бы им, вот этой фашне, вы бы привлекли, вы взяли бы за шкирку и привели бы их в суд, или наказали бы их как-то. Но вы сидите, потакаете, идете украинцев убивать. Вот ваша доблесть. На китайских картах все страны есть, кроме России. Да, Россия, конечно, должна стать другой страной. Пришел Путлер и началось взрывы домов, Курск, Норд-Ост, Беслан, Крокус. Да. Но Курск можно исключить оттуда, потому что Курск это немножко, по-моему, другая операция была там. Не то, что операция, по-моему, там просто, ну, как некоторые говорят, был запуск ракеты, американской ракеты, и они по ошибке уничтожили. Они где-то там учения проводили, и там либо Курск оказался в ненужном месте, либо еще по какой-то причине американцы потопили этот Курск, и Путин просто дал им всем умереть, чтобы не сказать, что это сделали американцы. Как-то так. Да. И когда перечисляешь добро с кулаками, когда перечисляешь взрывы домов, Норд-Ост, Беслан, Крокус, было бы хорошо говорить и геноцид чеченского народа. А то все любят вспоминать там про войну в Грузии, про войну в Молдове, про войну еще где-то. Но всегда забывать самое кровавое преступление, самое большое преступление и по времени, и по жертвам, совершенное фашистской Россией на территории моей страны. К большому сожалению, забывают. Красиво излагаешь, молодец, взять и перевернуть за пару слов. Ну почему же? Нет, я говорю как есть. Просто у тебя есть своя какая-то установка, мир вам. У тебя есть какая-то своя установка. И когда тебе начинают открывать глаза на это, другую позицию, когда ты слышишь, а ты убежден, что у тебя твоя позиция, она правильная, для тебя это кажется каким-то странным. Нет, твоя позиция моя правильная. Все внимание на меня. Я с тобой согласен. Власть уходит и приходит, власть приходит и уходит, а народ остается. Да, абсолютно. Вот об этом я и говорю. Причем, знаешь, народ, ваш русский народ, он болен имперством. Понимаешь? Вот в чем проблема. Не только ведь ФСБ, понимаете? Да, пропаганда, мощная пропаганда. Против вас, русских, ведется огромнейшая, мощнейшая пропаганда. Но вам нравится она, вы от этого кайфуете, понимаете? Что вы великие, что ваша страна самая большая в мире, что вы там, у вас границы нигде не заканчиваются и так далее. И когда маленький, малочисленный народ в маленькой стране Чеченской Республики Ичкерия, которая для вас не представляет никакой угрозы, понимаете, как выясняется, взрывы домов даже производили ваши спецслужбы, а не мы. Но даже если бы мы эти теракты проводили бы, даже в таком случае нас можно было просто закрыть, просто не въезжать, не выезжать, там просто перекрыть и не убивать 250 тысяч чеченцев, понимаешь, граждан Чеченской Республики Ичкерия. Ну, несоизмеримо, правильно, то, что произошло. 307 убитых русских и убито более 250 тысяч. Несоизмеримо много просто. Причем мы этого не делали. Понимаешь? Если бы мы сделали бы, ну еще бы тогда бы как-то там туда-сюда. А мы этого не делали.
поэтому мы считаем, что вы представляете для нас всех угрозу. Вот сейчас украинцы это поняли. Мы украинцам 15 лет, 30-40 лет об этом, 30 лет Джохар Дудаев об этом еще говорил, что вы представляете угрозу. Ну, вы каждому находите ключик, каждого где-то, ну, империя же, где-то у вас своя агентура, где-то свои там манкурты взращенные, да, и вот, и когда происходил геноцид чеченского народа, вопиющее, что вот меня в русском народе разочаровало, скажем так, было то, что вы видели, что мы 1 миллион всего лишь 1 миллион. Да, пропаганда против вас. Все, это я все принимаю. С детства вас обучают, что ваша страна, русская береза, русская там это, русская то. Вы великие, самые и так далее. Обман полнейший. Ну, вы в это верите. Когда уничтожался чеченский народ, вы не выступали русские. Как вы выступили, когда Норд-Ост захватили. Вот чьи родственники находились в Норд-Осте, вот они вышли на митинг. Да, страшно тогда была, война шла, там какие-то исламские террористы были, там фейковые, вами же выдуманы, вашим ФСБ выдуманы. Но вы не вышли, не выходили на митинг. Отдельные на Пушкинской площади там где-то стояли, там в Питере выходили, стояли. Отдельные представители, которых сами же русские, которые мимо проходили, в них плевались, оскорбляли их и так далее. Даже менты их не гоняли, просто вот ваши стояли. Вот ваше безразличие к геноциду целого народа на ваших глазах, вы квартиры не сдавали чеченцам, вы меня лично преследовали везде. Да, русские некоторые мне помогали. И если бы не эти русские, выжить было невозможно. Ни квартиру снять, ни где-то как-то что-то. Если бы не нормальные люди, среди которых есть среди вас, которые есть. Но по большей части вам было плевать, вы радовались. И когда посадили какого-то Кадырова вот, сверху, вот на эту кровавую кучу трупов, которую вы настроили мечети, чтобы спрятать вот эти ваши массовые захоронения, вы там мечети понастроили. И на эту кучу трупов посадили Ахмада Кадырова, который вас же призывал убивать как можно больше, там, по 150 русских убивать, там, 1 миллион чеченцев, 150 русских. Каждый чеченец должен ни оккупантов, ни военных, ни ФСБшников, русских он призывал. И когда его посадили на эту кровавую гору трупов, вы все аплодировали. И сейчас вы как будто не образованы, ничего не понимаете, делаете вид, что там какая-то там власть, там какой-то кадыровский режим, ваши все эти оппозиционеры, хорошие русские, которые, как вчера мне один правильно написал, в 1000 раз хуже Путина. Ваши вот эти хорошие Карамурзы, Яшины, все, они в 1000 раз хуже Путина. Он хотя бы честный в этом отношении, хотя патологический лжец. Понимаете? Вот в чем разочарование всего, вот в чем негодование и непонимание вот этого вот необоснованной жестокости, необоснованного безразличия такого. А потом вас нужно пожалеть. А мне сейчас жалко вас, реально, мне вас жалко, честное слово. Вот я смотрю украинские вот эти ролики, как вас уничтожают там. За деньги, это наемник, он не комбатант, к нему нельзя даже применять, я не знаю, международное право, как военнопленному, как комбатанту. Понимаешь, украинцы применяют как права человека, все как нужно соблюдается. Даже наемники за деньги, просто грабители, убийцы, боевики едут. И то мне жалко, когда их вот уничтожают. Не получился бы из меня командир, да, штурмового отряда. Хотя во время штурма, может, я бы не так бы вас жалел бы. Просто отсюда смотреть как-то жалко. Ладно. Курск сами потопили. Ошибочный выстрел с Петра Первого. Мичман сказал, можно было спасти, но Безликий сказал, что она утонула. Может быть и так, Основбек. Я просто слышал версию, что как бы американцы проводили учения или русские проводили учения, там посчитали, что куда-то русские слишком далеко зашли и утопили. Может и сами.
Я еще был малолетка, но уже понимал по телевизору, взрывы домов чеченцы, этого не может быть, поскольку у нас постов ДПС, милиция, ФСБ, ну как могли проехать взрывные устройства в Россию? Никак. Да, конечно, это при желании. Почему не было ни до этого этих взрывов домов, ни после этого? Почему? Когда вы нас топили в крови, весь чеченский народ превратили в сплошной концлагерь, тогда не было этих терактов. Ну, домов не взрывали. А это самое простое было, дом взорвать. Машину загрузил, подъехал. Не обязательно же до Москвы ехать. Может, Ставрополь, вон в Дагестане что же взорвали. Ни до этого не делалось, ни после не делалось. Почему? А причем они сразу прекратились, когда в Рязани задержали ФСБшников. Один очень похож на Гиркина, которого сейчас якобы спрятали в тюрьме, и он сейчас как бы где-то там, наверное, тоже грохнут. Или сделают пластическую операцию и вывезут куда-то. Спасибо, мир вам. Если это так, как вы говорите, спасибо вам. Да, были русские, которые помогали. Я не могу это отрицать. Это было бы несправедливо с моей стороны, если бы я это сам своими глазами видел и скрывал бы это. Нет, была помощь, люди были, которые сочувствовали. Но их было так мало. Сталин, Ельцин, Путин не нажимают на курок. Россияне, русские, нажимают. Да, к сожалению, анонимус, именно так. А как могли ФСБшники взрывать детей, стариков, женщин 99-й? Я не понимаю. Ну, вот так вот. А потом они начали везде торговать на рынке, стали богаче нас, быстро изменились. Но когда я мимо рынка ходил, мелким чеченам мне бесплатно давали орехи, фрукты. Помню. Понятно. А ты русак, я так полагаю, да? Ясно, да. Смотрите, тоже интересная новость здесь, которая поступила. Московский суд запретил арендодателям заявлять, что они будут сдавать жилье только мусульманам. Спустя 4 месяца после того, как Московский суд запретил арендодателям заявлять в объявлениях о том, что они будут сдавать свою недвижимость только славянам, другой суд в российской столице запретил арендодателям делать аналогичные заявления о том, что они будут сдавать свою недвижимость только мусульманам. С одной стороны, конечно, два решения суда параллельно друг другу и даже последовательно, но с другой стороны, они очень разные. С 1991 года российские арендодатели в своих объявлениях заявляли, что не сдают жилье лицам кавказской национальности или другим нерусским, настаивая на том, что сдают только славянам. Короче говоря, это давняя проблема, и российские суды пытаются ее искоренить только сейчас или, по крайней мере, создают видимость этого. Ситуация с теми арендодателями в российской столице, которые заявляют, что будут сдавать жилье только мусульманам, иная. Тот факт, что такие заявления делаются сейчас, подчеркивает рост мусульманского населения в российской столице и способствует формированию этнических соседей или даже гетто. Кремль не хочет, чтобы это произошло, и поэтому новое решение гораздо важнее с политической точки зрения, чем решение о сдаче жилья только славянам. Хотя примеров того, что они будут сдавать жилье только мусульманам, гораздо меньше, по крайней мере, до сих пор. Пишет об этом Пол Гобл у себя на своем сайте. Кстати говоря, друзья, вы помните, как долго я им в нос бил, в лицо кидал, швырял просто эту информацию о том, что они сдают только русским, только славянам, только там не Азия, только не Кавказ там, и так далее, и так далее. И вот, а вы говорите, мы тут ничего не делаем. Я уже сколько, 5 лет об этом твержу, 6 лет. И за это время вот теперь изменилось. Но теперь они приняли решение не только против не сдавать ни русским, но и теперь мусульманам. Вот как решение суда.
террористами у нас плохих нет, есть только непонятные и люди с тяжелым характером. А, ты татарин, Миро, понятно. Ну, чечены не резали русским головы. Это русские резали, понимаешь? А то, что тебе пропаганда показывала, ну, это все пропаганда. С таким успехом можно и про распятого мальчика в трусиках рассказывать, ну и там про головорезов украинцев рассказывать. О чем вы рассказываете? Понимаешь? Как-то так, друзья, как-то так. Как-то так. Так. Надеюсь, война скоро закончится. Да, полным поражением фашистской России. Надеюсь, очень на это надеюсь. В какой стране ты живешь? Я живу в данный момент, живу в Германии. Вот такие вот дела. У нас Германия. На следующей неделе ждать слишком много от грядущей встречи не следует, точнее, извиняюсь, не следует ждать слишком много от грядущей встречи Путина и Трампа, полагают журналисты немецких СМИ. Также сетуют, что переговоры по Украине, похоже, пройдут без участия Киева и Брюсселя. Deutsche Welle собрала некоторые цитаты. Глава Кремля всерьез воспринял недавние угрозы Трампа, пишет Николас Буссе, автор газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Комментарий о возможном саммите президент США и РФ под заголовком «Минимальная уступка Путина». По мнению автора, готовность Путина идти навстречу Трампа далека от прекращения огня в Украине. Практически российский президент с минимальной уступкой сначала обеспечил себе передышку, пишет колумнист, призывая не ждать от встречи президента слишком многого. Шанс на успех встречи Трампа с Путиным существует только в том случае, если президент США предпримет конкретные шаги, полагает автор газеты. Тагис Цайтунг Берн Пикерт. С одной стороны, президент США, особенно в начале своего второго срока, проявил себя как самый эффективный союзник Путина, отвергнув еще до начала каких-либо переговоров основные позиции Украины, напоминает Пикерт. Однако в последние недели позиция Трампа изменилась, по крайней мере внешне, но трудно представить, что США действительно могут повлиять на Путина, не прибегнув к реальному давлению, полагает журналист. А заголовок Berliner Zeitung «Европа вне игры» обращает внимание на то, что Трамп хочет вести переговоры по Украине только с Путиным и Зеленским. Переговоры должны проходить в узком формате, без многостороннего участия и без Европы. Хотя последствия этой инициативы в области безопасности в первую очередь затрагивают Европу, считает автор статьи. И так далее. А я считаю, что Путин уступил Трампу. Это Азербайджан и Армения. И Уитков на встрече с азербайджанским президентом Алиевым этому прямое подтверждение. И риторика Трампа меняется от сумасшедшего Путина до нужно договориться от ультиматума. Знаете, мне кажется, просто Путин идет на поводу. Все, на крючке у Трампа, мне кажется. Так. Салам алейкум. На что рассчитывал Дудаев, если знал так хорошо русских? Ва алейкум ассалам, Герман. В смысле, на что рассчитывал Дудаев? Вообще-то это был выбор чеченского народа в соответствии с международным правом. А что нужно сделать? Что, во-первых, была надежда, что русские не будут устраивать нам то, что они устроили. Была надежда, что это новая
Россия, демократическая Россия, что Запад их одернет, что он им не позволит, что санкции будут, ну там демократия, там права человека. Ведь была же реально, это же не просто так было. Закрученные гайки КГБшников, как сейчас, только еще хуже было. Причем на протяжении долгого времени, промежутка времени. А потом резко гайки ослабили. Пришел Ельцин, демократ, полетел в Америку. Господи, благослови Америку. Там все, мы демократия, там никаких гулагов, ничего больше не будет. И была надежда, что мы сможем вырваться. Но они начали еще об этом в 92 году. Друг Джохара Дудаева, профессор Абдурахман Авторханов, писал о том в 91 или 92 году. Я у себя выкладывал, и в YouTube выкладывал, и в Facebook есть эта информация. Это письмо, которое пишет Абдурахман Авторханов, открытое обращение, по-моему, 91 год, 92 год, о том, что Россия создает новую империю советского вот этого образца, новую империю. И тогда нам не верили. Там нам Запад, Америка, Запад говорили о том, что потерпите, они станут демократами и так далее, и так далее. И дело в том, что реально американцы, Запад очень много сделали, чтобы из них сделать цивилизованную демократическую страну. Но они ошиблись в самом главном, американцы, и Запад в целом. Они ошиблись в том, что они думали, что если они спецслужбы отсекут от экономики и будут там экономику, отдельные отрасли, экономику, образование, там, науку, вот это все будут как-то выводить на цивилизованные, демократические, экономические рельсы, то тогда потихонечку вот вслед за этой экономикой все государство, в том числе и спецслужбы, они потом потихонечку станут демократическими, цивилизованными, правовыми. Но ошибка заключалась в том, что они не понимали, кстати говоря, о чем говорил профессор Абдурахман Авторханов. Они не понимали сути системы государства. Потому что сама Россия, Советский Союз, это всего лишь вот коммунистическая идея, демократическая идея, это ширма империализма русского, которым полностью управляет, и который контролируется, управляется полностью КГБ, спецслужбами. И в сегодняшнем нашем понимании, что такое спецслужба, что это якобы политическая, якобы любая спецслужба, это политическая спецслужба, политическая служба, политические правоохранители. И они не представлялись как свободными и реально политически. Вообще российское государство это и есть КГБ, ФСБ, понимаете? И экономика, и наука, там все агентура, там нет свободных людей. Любой человек, кто не является агентом, он выкидывается, выплевывается, репрессируется вот этой системой. Независимый он или маргинал, он и так далее. А вот такая вот была ситуация. Конечно, была надежда. И это не только Дудаев, это весь народ. 1 миллион человек вышло на площади и требовали свободы и независимости. Все верили, что мы, русские не нападут, что русские не будут нас убивать, там, что вот мы уже в другом мире живем. Мы советские люди, у нас жило много русских в Грозном. Они же их первых убивали в том числе. Понимаете? Ну, если ты такой умный, где ты был, Герман? А? Если ты такой умный, где ты был? А? Где ты был, скажи мне? Где ты был? Ладно, друзья, это умники приходят задним числом. Нужно было, это нужно было, то нужно было. А ты 100% пророссийский. Я убежден, что ты пророссийский. Вот все твои вот эти разговоры указывают на то, что ты 21 год достаточно было бы. Ну, вышел бы что-нибудь, сделал бы. А где ж ты был? Ты, наверное, России служил.
потому что Россия сильнее, выиграет, надо служить России. Наверное, ты, из этой оперы, Леон. Подожди, сейчас я с тобой разберусь, Леон. Все, ты разобран, Леон. Терпеть не могу вот этих чуваков, разбираться они пришли. Ладно, друзья. Закончу я свой стрим, друзья. Спасибо, что смотрите и что поддерживаете. Что за Герман? Ну, он в ТикТок у меня стрим идет. Мир вам. Все, давайте, друзья. Все будет Ичкерия. Ночик Амдин, Ду. Слава Украине, Ам Израиль Хай. God bless the United States of America. Аликер Машоль.